Добрый день, Леокадия Михайловна. Когда я готовился к интервью, я немножко познакомился с работой вашего центра и знаю, что его научная работа носит прикладной характер и в полной мере отвечает как запросу государства, общества, так и научной сферы. Сейчас ваши исследования отражаются ли на стратегии государственной национальной политики, находят в ней отражение? Сама этносоциология рождалась на поле Татарстана. Может быть, для вас это представится сейчас странным и интересным, но это было так. Татарстан отражал Советский Союз во всем его национальном таком многообразии. И поэтому первые исследования, которые были проведены, представительные для целого пространства большого региона, тогда Татарская ССР, это было в Татарстане. Поэтому вот с этим направлением мы, как говорится, вровень идем с Татарстаном. Вот проблема реализации возможностей человека – это одна из центральных проблем, которой мы занимаемся. И насколько этничность влияет на это или нет, это уже общесоциальные проблемы, потому что люди в стране в такой полиэтничной, как наша, люди должны иметь равные возможности в общественно-политической жизни, в сфере труда, трудового продвижения, в сфере культуры. И поэтому вы знаете, что сейчас, например, большое значение придается вот таким этнокультурным общественным объединениям. Они как бы являются рупором того, что нужно каждому народу. Ну, в Татарстане, например, живут и чуваши, и мордва, и башкиры, и эти общины представлены в республике. То есть они имеют голос. Это очень важно для людей, чтобы они имели голос. Скажите, пожалуйста, о каких сейчас тенденциях в государстве и обществе говорят ваши исследования? Общая тенденция – это, вот, знаете, такая социальная активность человека, лично человека. Потому что люди стали меньше рассчитывать на государство, и эта тенденция идет по всей стране, в разных регионах, и в Татарстане тоже. Социальная активность человека, активность групп, объединений по интересам – это вот очень важная такая тенденция. Она будет нам помогать преодолевать трудности, с которыми мы сталкиваемся, естественно, в жизни. И это дает возможность развития, потому что такая деятельностная, активная позиция человека, она становится ресурсом, и для молодежи особенно. Это вот очень важно. А как себя идентифицируют жители многонационального Татарстана в качестве российской нации? Идентичность наша множественная. Но вот последние исследования в тенденции, они как раз говорят, что самая быстро развивающаяся, быстро наполняющаяся становится вот именно российская идентичность. Самая массовая идентичность – это идентичности, связанные с профессией, связанные с поколением, поколенческой идентичности. А этническая идентичность тоже очень сильная. 91% в Татарстане себя идентифицирует по этничности. Но вместе с тем, самая быстро растущая является российская идентичность. И вот вчера было про Донбасс. Всем нам интересно, что там происходит, потому что одно дело телевизионные передачи, другое дело, когда человек реально наблюдает в этом жизни. И меня, например, произвело впечатление, поразило очень. Идут массовые движения там за сохранение Донецка, новые памятники ставят, но на украинском языке. Или пишут на украинском и на русском. Совершенно неожиданный вариант. То есть они в какой-то степени не потеряли, ну я бы вот по антропологическим данным, я бы судила так, что они не потеряли возможности, надежды остаться в Украине. Только другой статус нужно. Как вы думаете, отразятся ваши исследования о том, как будет проходить предстоящая перепись населения в России? Участие ученых здесь только вот на предварительном этапе в отборе вопросов. Ну, например, сейчас ученые настаивают на том, чтобы человек мог сказать о том, что он имеет два родных языка. Ну, например, человек от смешанного брака, русско-татарский, и он может сказать, что он и русский, и татарин, он себя чувствует и тем, и другим. Леокадия Михайловна, спасибо. Удачного завершения Конгресса вам.